Азамат Батырбекович, у вас есть вопросы? Уважаемый суд, да. Пожалуйста. Уважаемый Тилек Алмазбекович, вы в своем обращении указали о том, что отсутствует состязательность при рассмотрении заявлений. В связи с чем хотелось бы узнать у вас, в чем конкретно отсутствует состязательность. Спасибо за вопрос. Я вам отвечу. В своем вот выступлении я только что это отметил. То есть вы согласны? Ну, ладно, вопросы потом. Всеми правами, все права, то есть наделяются только исключительно заявителю даются. То есть по его, если он скажет, что данная информация недостоверна, то по данному положению сразу сайт блокируют. Разве это состязательность? Это заведомо уже признают вторую сторону, что обвиняемый. Я ответил на ваш вопрос? Есть еще вопросы? Да, один вопрос, уважаемый Пожалуйста. суд. Ну, у меня к вам немного образный вопрос. Например, про вас написали какую-либо недостоверную информацию в средствах массовой информации. Какие вы бы использовали правовые инструменты для защиты своих прав? Ну, спасибо за вопрос. Данные инструменты, они уже давно действуют и действуют довольно-таки положительно, я скажу, потому что, на мой взгляд, в первую очередь надо идти в суд. Я считаю, что это прерогатива суда решать. Спасибо. Есть еще вопросы? Нет, уважаемый суд. Уважаемые коллеги, есть вопросы? У меня к вам вопрос. Да. В своем выступлении как-то вот вы высказали такую мысль, как будто бы после требования о снятии информации с сайта сразу наступает такое решение, как приостановление действия, да, сайта? Да. Разве так? Вот по алгоритму действий участников, скажем, вот этих событий, связанных с опубликованием недостоверной информации. Да, по порядку сайт он может отказаться. Ну вот видите, то есть все-таки после требования о снятии этой информации решение о приостановлении действия сайта происходит только после отказа, что вы не сказали, да? Логика такая должна быть. После отказа владельца сайта об выполнении этого требования, скажем, уполномоченного органа. Теперь скажите мне, пожалуйста, вот какой перечень документов рассматривает уполномоченный орган при рассмотрении данного вопроса? Мы сейчас отходим, не то что отходим, но пропускаем те моменты, что заявитель первоначально обращается к владельцу сайта о снятии информации, которую он считает недостоверной, и получает на него мотивированный ответ, почему, например, владелец сайта отказывается снимать эту информацию с сайта. Вот. И вот этот перечень что в себя включает? Обязательный, причем перечень документов, который должен быть представлен заявителем в уполномоченный орган, для того, чтобы он приступил к рассмотрению этих вопросов. Этот перечень-то утвержден, вот, в соответствии со оспариваемым вами положением. Да, Согласны с этим, да? Да. Что он содержит? Сейчас, секунду. Вот посмотрите, да. Вы на память не можете ответить, да? Нет, на память Здесь не могу. вопрос, нет, вопрос-то, знаете, в чем заключается? Вопрос не в том, чтобы вы точно знали весь перечень, да? Что он в себя включает, этот перечень? Во-первых, этот перечень документов, он обязателен для того, чтобы вопрос заявителя начал рассматриваться в уполномоченном органе. И что этот перечень должен содержать?
Хорошо, я вам подскажу. Мотивированный ответ владельца сайта, почему он отказал заявителю в устранении этой информации. Вот на ваш взгляд, вот скажем, когда речь идет, вот исходя из вопроса стороны ответчика, да, он говорит, что ну вот какие вы меры предпримете, когда речь идет о том, что информация уже распространяется, и нужно принимать какие-то оперативные решения для того, чтобы ну, снизить какое-то негативное воздействие вот этой информации. Но мы сейчас говорим о Нет, речь, знаете, о чем идет? Вот смотрите, да, вот для того, чтобы принять оперативное решение вот тех документов, скажем так, да, ну, в данном случае, давайте скажем, заявление лица, который считает себя, скажем, ну, что его оболгали, да, скажем так, заявление этого лица, мотивированный ответ владельца сайта для принятия какого-то оперативного решения, которое исчисляется сутками, часами, да, вы сами прочитали, Да. часами исчисляется, для принятия оперативного решения, для того, чтобы, скажем, в последующем, в случае необходимости, этот вопрос потом стал предметом судебного разбирательства. Вы считаете его недостаточным, да? Я То считаю, есть, недостаточно. хорошо, вот эти предоставления тех возможностей, о которых вы говорите, да? Как вы думаете, вот в те сроки, которые рассматривает вообще законодатель, ну, в данном случае, да, как нормотворческий орган, Кабинет министров, имеется в виду, вообще возможно проведение вот этих процедур, о которых вы говорите, в рамках того времени, которое, в общем-то, предусматривается для решения этого вопроса, первоначального? Да, я считаю. Что этого вполне, да, в смысле, если даже предоставить возможность, как вы сказали, ну, какие-то ответные меры, то есть, чтобы предоставить возможность состязательности, да? Да. Состязательности. И чтобы владелец сайта пришел со своими бумагами, документами, да, и начал доказывать свою позицию. Вы считаете, что это не помешает тому принципу, скажем, оперативного решения этого вопроса, поскольку это связано с распространением информации, Не судя, речь идет, да, и речь не идет о последующих судебных разбирательствах. Вот этого времени будет вполне достаточно для того, чтобы при предоставлении тех возможностей, о которых вы говорите, для решения этого вопроса. Я понятно выразился, Да. да? Абсолютно понятно. Да. На мой взгляд, я считаю, что это вполне возможно. Что этого времени вполне достаточно. Вы можете привести какие-либо примеры вообще подобного правового регулирования, ну, в какой-либо из стран? Нет. Не можете привести, да? Мгм. У меня нет больше вопросов, присаживайтесь тогда. Спасибо.